Добрый день, уважаемые абитуриенты. Доброе утро, даже точнее сказать. Мы начинаем сегодня нашу консультацию, запланированную консультацию согласно расписанию. Сегодня у нас 11 августа, и завтра вам предстоит сдать экзамен, вступительный экзамен на программу магистратуры управления в социокультурной сфере. А, Нашу консультацию мы начинаем сегодня вот в таком уже оффлайн режиме, да, поскольку так складываются обстоятельства, есть определенные мероприятия, которые вносят свои корректировки. И Поэтому надеюсь, что все вопросы в режиме онлайн мы с вами тоже сможем сегодня быть в течение всего дня. И любые вопросы, которые у вас будут возникать, пожалуйста, вы можете их задавать будете в чате. И, в принципе, наверное, многие абитуриенты, которые уже подали заявление на эту программу, подали именно через те письма, обращения, приглашения, которые мы рассылали и руководителям образовательных организаций, и руководителям отделов образования, и думаю, что мои контакты и мой телефон уже сейчас, наверное, даже вообще ни для кого не секрет. Поэтому, если какие-то возникают вопросы, я могу вам назвать и свой номер телефона. Запишите, пожалуйста. И вы также в течение сегодняшнего дня можете спросить в WhatsApp, написать в WhatsApp, я отвечу. Телефон 8 917 43 50020. Шемякулова Оксана Алексеевна, директор Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Руководитель программы магистерской, на которой вы поступаете, это доктор философских наук Кунгурцева Гузель Фанузовна, которая также, в общем-то, с вами непосредственно будет работать, я уже имею в виду тех, кто поступит к нам на программу. Итак, я вам постараюсь сейчас коротко рассказать о программе, еще раз буквально какие-то главные маркеры, наверное, озвучить. Обязательно процедуру вступительных испытаний, то есть процедуру самого экзамена, который вам завтра нужно будет пройти. И дальше, как уже я сказала, организационные любые вопросы мы с вами сможем отработать в таком индивидуальном порядке в режиме мессенджеров, чата и так далее. Итак, управление в социокультурной сфере. Вы подали заявление на эту программу, кто-то на очное отделение, кто-то на форму очную обучения, кто-то на форму заочного обучения, кто-то и туда, и туда. Мы тоже видим, что вы, в принципе, готовы поступать как на очную форму обучения, так и на заочную. Вот, я думаю, что это неплохо, что вы вольны во времени выбирать даже для себя. Эта программа реализуется в этом году впервые в нашем университете. Программа управленческого направления, управленческой направленности, можно было бы так сказать, которая является ответом на те запросы, на те потребности, которые мы, в общем-то, промониторили со стороны как руководителя отделов образования, вообще административного аппарата в сфере образования, в нашей системе образования, так и системе дополнительного образования и более, скажем, широкой сферы, социокультурной сферы, где в принципе, здесь все те организации-партнеры, с которыми очень тесно связана система образования, и это система производства и система обучения на производстве, в различных сферах производства. Почему? Потому что на сегодняшний день профессиональное обучение набирает обороты сфера управления, сфера образования именно по линии подготовки кадров в различных областях экономики. Наверное, любая производственная сфера, независимо от того, что это, да, фабрика, образовательная организация, медицинское учреждение, да, или какого-либо другого характера, скажем, коммерческие корпорации, да, и сфера бизнеса, все сталкиваются с необходимостью внедрения новых механизмов управления и новых механизмов обучения, корпоративного обучения, инновационных форм обучения и так далее. И поэтому вот это удачное сочетание направления подготовки, профессиональное обучение и профиля управления в социокультурной сфере, как я уже сказала, является ответом, да, созданным нашим университетом такой программой на вот вызовы и потребности экономики в подготовке управленческих кадров.
Бюджетные места, согласно той выделенной квоте, да, контрольных цифр приема, которые вы уже видели на сайте, как на очной форме, так и на заочной форме обучения они есть. Конкурс вы тоже отслеживаете, что более 6 человек на место. Вот, но с учетом, что я должна вам чуть-чуть подсказку такую обнаружить, с учетом того, что дублируются абитуриенты у нас и на очке, и на заочке, то конкурс чуть-чуть в реалии поменьше, то есть где-то реально около 5 человек, скажем, на место, поэтому шансы тоже очень большие. С одной стороны, с другой стороны, традиционно на управленческих программах в нашем институте есть и коммерческие наборы, поэтому мы тоже, в принципе, всегда с удовольствием ребят таких принимаем, абитуриентов и коллег тоже принимаем на коммерческое обучение. Программа, как вот я уже сказала, освоение этой программы позволит вам устраиваться в самых широких областях экономики. И, конечно же, мы очень надеемся на ваш карьерный рост уже там, на том месте деятельности, в той сфере, в которой, возможно, вы уже достаточно успешны. Это и специалисты в социокультурной сфере, как я уже сказала, это и руководители отделов в государственных и муниципальных органах власти. Ну, безусловно, это руководители там, учреждений социокультурной сферы, к ним мы относим там, дворцы культуры, клубы детские, и не только детские, клубные центры различные, всевозможные, самого широкого профиля. Это, конечно, учреждения доп. Образования детей и молодежи, центры семьи, социальной поддержки. Это и, в принципе, руководители районных муниципальных информационно-аналитических служб. Такое направление, оно тоже есть. Ну и, безусловно, коммерческие структуры. И те структуры, которые нацелены на уже разработку, реализацию социокультурных программ, проектов. Это бренд-менеджеры. И нужно сказать, что сам учебный план этой программы, он, в принципе, настроен на современные направления, подходы управленческие. И теория управления будет преподноситься в самом, как говорится, современном контексте. Поэтому и вступительные испытания – это комплексный экзамен, то есть по содержанию имеется в виду комплексный экзамен, тестирование, тесты закрытые, то есть это вопросы, 4 варианта ответа, как правило, большинство тестов именно такие. Вот. Но комплексность, она предполагает сочетание различных разделов содержания, которые будут закрывать, в общем-то, все те направления, которые предполагается реализовать в этой программе. Поэтому, согласно программе вступительных испытаний, которая была утверждена и которая сейчас висит на сайте приемной кампании, вы могли с ней ознакомиться, вопросы теста, которые вы будете решать, они включают в себя все 5 направлений, 5 компонентов. Это управление как социальное явление, это история развития управленческой мысли, это менеджмент организаций, это социально-психологические основы принятия управленческих решений и культура как система и процесс. Ну, без этого раздела мы тоже не можем обойтись. Поэтому содержательно очень объемные сами по себе задания и тесты, но ваш вариант у каждого из вас в личном кабинете, и тот вариант, который вам достанется, будет содержать для каждого одинаково 25 вопросов. 25 вопросов, на которые в режиме уже онлайн-дистанционного тестирования вы дадите ответы. Процедурно, как это происходит? Ну, во-первых, завтра, 12 августа, с 10 до 20:00 в любое удобное для вас время вы можете сесть за свой персональный компьютер или, возможно, у вас есть доступ с вашего смартфона. Без разницы, где вам удобно это сделать, вы можете зайти в свой личный кабинет и сдать этот экзамен. Единственное, что у вас есть одна попытка вхождения, поэтому если уж вы сели, приступили к экзамену, то будьте добры его и завершить. Да? То есть вот подходить дважды, входить здесь не получится. Но зато диапазон времени очень удобный и для работающих абитуриентов, да,
Ну, и для тех, кто сейчас в отпусках, а сейчас мы посмотрели, что большая часть абитуриентов – это люди из сферы образования, из сферы доп. Образования, поэтому я думаю, что вообще отпускной режим еще позволит вам более ответственно и серьезно подойти к экзамену. Поэтому с 10 до 20:00 в личном кабинете вы завтра сможете этот экзамен сдать. Далее. Что далее? Когда будут результаты? Результаты будут также размещены в вашем личном кабинете в течение 2 рабочих дней. Результаты вы увидите, выстроится рейтинг определенный, и вы будете понимать, да, где и на какой позиции вы находитесь. Для тех, кто вдруг по каким-то причинам завтра не сможет сдать этот экзамен, не сможет зайти в свой личный кабинет, есть резервный день, это 18 августа. Вот, 18 августа, точно такое же время, когда уже в резервный день вам будет открыт доступ к этому экзамену. Ну, опять-таки, это для тех, кто по каким-то причинам не может сдать экзамен завтра и воспользуется вот такой возможностью резервного дня. Как я уже сказала, да, разделы все и примерные единицы содержания в программе вступительных испытаний указаны. Программа на сайте. Там же, в этой же программе есть рекомендуемая литература, то есть те учебники, которыми вы, в принципе, можете пользоваться при подготовке. Учебники как по социологии, так и по менеджменту, и по общему управлению организацией. Вот. Поэтому я думаю, что для вас, для наших абитуриентов, здесь не будет какой-то большой сложности в сдаче этих экзаменов и прохождении этого тестирования. Поэтому мы желаем вам удачи. Надеемся на то, что благополучно все те, кто идут к цели твердо, да, и уверенно, они к ней придут. И мы с радостью будем встречать вас в качестве наших абитуриентов в нашем университете и институте. Очное обучение подразумевает 2 года обучения. Через 2 года вы будете дипломированный, можно сказать так, магистр. А заочное обучение чуть-чуть дольше, это 2 года и 6 месяцев, когда тоже вы, в принципе, уже получаете за это время диплом. И дальше сможете уже успешно продолжить свою работу и достигать определенных следующих тех успехов, которые вы сами желаете, да, те цели, добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой в своей работе, в своей профессиональной деятельности. Вам удачи, удачи при подготовке и удачи при завтрашних вступительных испытаниях. Жду ваши вопросы еще раз, да, если они возникнут, по тому номеру телефона, который я указала в самом начале нашего разговора, и, конечно же, в чате сегодня. Всего доброго!